Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. И вот новости на сегодня. Сыктывкарская «Ника» с победы стартовала на первом этапе Кубка России по баскетболу. Команда обыграла клуб любителей баскетбола из Костромы. Соперник, считающийся непрофессиональным клубом, пытался навязать сыктывкаркам борьбу. И местами это у Костромы неплохо получалось, хоть и не нашло отображения в итоговом протоколе встречи. Финальный счет 116-30. Следующим соперником Ники станет «Спартак» из Санкт-Петербурга. Матч состоится сегодня в Иваново в 15:30. Так что можно, так сказать, зажать кулаки, болеть за наших девчонок, пожелать, чтобы такой счет, такие вот итоговые протоколы были в других матчах. Ну и будем за наших болеть. А с 20-х чисел, насколько я знаю, сентября уже будут игры проходить у нас в Сыктывкаре, поэтому приходите поддержать. В Уктыле обустроили территорию клубно-спортивного комплекса. Мероприятия в рамках реализации проекта «Народный бюджет» завершились в конце августа. Там выровняли территорию, залили опалубку, уплотнили грунт, засыпали территорию щебенкой. Бюджет проекта составил почти 400 тысяч рублей, в том числе 300 тысяч из бюджета республики. В сентябре продолжается работа по обустройству автостоянки возле спорткомплекса за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств. Стоимость проекта около 2,5 миллионов рублей. Обустройство территории клубно-спортивного комплекса позволит улучшить уровень благоустройства и внешнего облика территории учреждений культуры и города. Так что, может быть, станет больше тех, кто приедет позаниматься спортом. Вот такие у нас все сегодня околоспортивные темы. Ну а теперь немножко к туризму. Коми может войти в топ лучших экологических маршрутов России. Экологический отдых в республике представили в голосовании научно-популярного журнала о природе и путешествиях National Geographic. По информации Минкульта региона, по результатам голосования в 2014 году Коми вместе с Горным Алтаем и Иркутской областью уже вошла в тройку лидеров номинации «Российский туризм». Сегодня участники голосования могут не только проголосовать за любимую республику, но и самостоятельно добавить свой регион в другие номинации. По итогам голосования будут выбраны лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха этого года National Geographic Travel Awards 2017. Проголосовать за Коми можно до 16 октября этого года на сайте проекта. Думаю, что вы легко найдете. Интересно, что республику уже признали на федеральном уровне благодаря аналитическому агентству Турстат. В год экологии в России Турстат выявила самые популярные у туристов природные достопримечательности и объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКо. В топ-10 самых популярных у туристов достопримечательностей природы вошли девственные леса Коми, которые в прошлом году посетило более 8,5 тысяч человек. Сюда входят, конечно же, Печора-Илычский природный биосферный заповедник на западных склонах Северного Урала и национальный парк Юга-2 на западных склонах Приполярного Урала в нашей республике. Леса Коми, кстати, включены в число природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКо в 1995 году. Ну а теперь к основной теме нашего эфира. Сегодня она тоже весьма спортивная. Только не знающий человек, пожалуй, способен смотреть на бокс как на обычную драку не очень умных людей. Все анекдоты о боксерах, которые не умеют ничего, кроме своего ремесла, придуманы теми, наверное, кто никогда не выходил на ринг. Ведь бокс – это прежде всего стратегия и тактика, умение владеть своим телом и умение контролировать противника. Большего напряжения разума требует разве что игра в шахматы. Есть, кстати, и смежные дисциплины, мы сегодня об этом поговорим. Профессиональным спортсменом может стать, наверное, не каждый. Для этого придется как минимум перестать жалеть себя и выйти, в конце концов, навстречу своим фобиям. Все качества, которые прививают начинающему боксеру, постоянные тренировки и советы наставников вполне могут быть спроецированы и на обыденную жизнь. Как помогает этот вид спорта найти себя, сегодня и узнаем. Наш телефон 46 90 60. Если вы тоже увлекались этим видом спорта или, может быть, сейчас продолжаете периодически выходить на ринг, и, может быть, с каким-то спарринг-партнером, так сказать, друг друга легко помять, то, друзья, звоните нам, рассказывайте. Может быть, бокс как-то повлиял и на вашу жизнь в том числе. Но я вам с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня в студии Роман Алиев, основатель турнира по боксу памяти Александра Католикова и тренер школы бокса вот на базе этого дома-интерната. Роман, добрый день. Здравствуйте. Также с нами его воспитанник Петр Простихин, кандидат в мастера спорта по боксу, победитель заполярных игр. Однократный или неоднократный, Роман? Неоднократно. Неоднократно. То есть, республиканских турниров. То есть разных турниров даже, да, победили? Это здорово. Давайте вот такого вопроса начнем. Хотелось бы сначала к тренеру обратиться. Роман, вот вы сами
когда начали заниматься боксом? Помните то золотое время? Ну да, конечно, да. 83-й год. 83-й год, 13 лет. Пришел в детский, во дворец пионеров тогда назывался. То есть в 13 лет довольно-таки Да. уже осознанный возраст. Ну да, ну, до этого искал себя в разных видах спорта. Где-то баскетбол, борьба даже там. Ну, понял, что вот бокс это для меня. И как-то остался. Может быть, что-то сподвигло, какой-то, я не знаю, там, известный боксер, фильм или кто-то из друзей там сказал: Роман, пошли. А все вместе сподвигло. И даже там курьезный случай, который не буду там озвучивать, но сподвиг, что надо идти заниматься боксом. А как началась тренерская работа? Как пришли к этому? А тренерская работа, ну, по примеру тренера, наверное, своего, и потом учился в педагогическом училище, как-то стремился к этому, нравилось. Ну, вот как-то мечта осуществилась. И То есть хочется что-то детям тоже передать, да, воспитанникам? как-то. Хотелось стать тренером и получил образование, начал работать. В 91 году начал тренировать, ну, по сей день работаю. Вот помимо тех воспитанников, которые сейчас у вас есть, и, может быть, из прошлых, скажем так, школьным языком выпусков, может быть, есть какие-то ребята, которыми вы до сих пор гордитесь? Ну, и, да, естественно, есть. Первые выпуски у меня там были ребята Николай Кожевников, такой он сейчас председатель Федерации бокса города Сыктывкара, до сих пор как бы в теме бокса. Там, ну, был ряд первых воспитанников, так можно сказать, первых успехов. Ну, сейчас новые воспитанники, новая плеяда. Вот Петр один из них, да, кстати, Петр, как ты пришел в бокс? Расскажи свою историю. В 2010 году я начал заниматься боксом. Мы с друзьями как после школы гуляли и решили найти секцию, куда пойти. Я сначала не думал, что я все-таки захочу на бокс. Но все-таки друзья посоветовали на бокс. И вот То есть тебя затащили друзья. да. Первую тренировку помнишь? Жестко Да. было, да? Все-таки вначале как бы первая тренировка была обучение, бой с тенью. Вот со второй тренировки, когда начались спарринги, вот тогда мне больше всего и понравилось. А в спарринге, вот когда на первые спарринги пошли, какие были у тебя ощущения, какие эмоции? То есть, ну, что он делает? Почему он меня Эмоции бьет? были как бы на лице, уже были ссадины. Мне понравилось, что как бы боевой вид спорта, там надо уклоняться быстро, все бить. Вот и может это и меня завлекло. Ну вот ты уже боксом, получается, давно занимаешься, 7 лет, да? Вот действительно, есть ли какая-то у боксера перед выходом на ринг стратегия, установка от тренера? Да. То есть это всегда присутствует, да? Нужно постоянная задача тренера есть на бой. И если даже ты проиграл, но выполнил задачу тренера, это намного лучше, чем выиграть. Мне кажется, еще сложно думать, когда постоянно тебе хотят попасть в голову, да? Это очень сложно наверняка. Потом еще прийти в себя, еще помнить, что там тренер говорил, не зарываться, чтобы не сорваться. Для многих это практически невозможно. Все говорят, когда успеваете думать, когда получаешь по голове, еще надо думать. Уникальные люди, я всегда говорю, мы уникальные люди, мы идем на тренировку, чтобы нас побили. Мы получаем от этого удовольствие. Вот, кстати, боксерские перчатки уменьшают вероятность получения поверхностной травмы, однако совершенно не снижают и даже увеличивают опасность повреждения мозга. Есть такой факт. Это связано с тем, что боксеры в перчатках гораздо чаще бьют друг друга, конечно же, в голову. В эпоху бокса с голыми кулаками удар в череп мог привести к травме руки даже атакующего. Но после внедрения перчаток такой риск сошел на нет, что и привело к смещению акцента ударов с тела на голову. На самом деле так и есть. То есть действительно все целятся прежде всего вот в голову. Потому что по корпусу, если... Ну, я не знаю, там, как сказать, новички, да, ребята, они акцентированы, нацелены на попасть по голове, но я всегда учу, надо работать с разных этажей, начиная с корпуса и в голову одновременно. Просто корпус-то можно прокачать нормально. Или все равно любой Как пресс говорится, можно есть пробить? боксерская поговорка, печень не прокачаешь. Все равно можно, да? Да. Есть, наверное, тоже известные боксеры, у которых фирменные удары как раз не в голову, Конечно. а вот в район корпуса куда-то. Да, профессионалы, особенно сейчас очень многие бои заканчиваются ударом в нокауты по корпусу. А вот, кстати, известный бой, наверное, следили тоже, да? Мавейдер Макгрегор? Да, следили. Мне кажется, там было просто все уже заранее предрешено. Вот это, на самом деле, вот такие бои, наверное, там присутствует элемент какой-то договоренности, мне кажется. Просто это шоу уже какое-то стало. Я не могу говорить за это. Ну, понятно, да, что я мы не точно буду не знаем. говорить. Ну, если объективно смотреть, то... Мое мнение было изначально, что
Макгрегору там делать нечего против боксера такого уровня, как Мейвезер, там просто. Может, просто один хотел Академик. красиво уйти, а другой просто хотел на этом заработать. Я не знаю, насколько там. Ну, в общем, что- это останется на их Да, совести. В любом случае, это их вопрос. было интересно. Давайте поговорим вообще о ситуации в боксе у нас в республике. Вы в этой теме, так подозреваю, плотно, поэтому что сейчас у нас в боксе? Как часто проходят турниры? Кто у нас, может быть, какой район самый активный в этом плане? Ну, у нас, что хочется отметить, вот последние несколько лет Федерация бокса очень много уделяет внимания проведению турниров различных уровней, и городские для малышей проводят, и открытые ринги. Вот сейчас недавно прошел, на прошлой неделе, и крупные турниры уровня и всероссийского, и зонального, и республиканского уровня проводят. Очень много уделяется внимания, и Минспорта уделяет. Ребята выезжают много на сборах, очень бывает, что позволяет нам войти в состав, может, резерв состава сборной России. Также у нас планируется в конце сентября провести Кубок России по женщинам. Вот даже По женщинам, да, девушка. по женщинам. Здорово. Да, у нас будет участвовать от города Сыктывкара, это Виктория Крылова, Елизавета Кудряшова, две девушки, женщины. Вот. Также у нас сейчас в данный момент на базе Раисы Сметанина стадиона там проходят сборы юниорской сборной, которая в Чебоксары выйдет 23 по-моему, сентября на отборочный турнир Кубку России. Наши юниоры готовятся. И также у нас в конце сентября в городе Грозном начинается финал чемпионата России, где у нас от Республики Коми попали 3 боксера. Это Бекмурза Ильясов, город Воркута, Владислав Семяшкин, город Ухта, и Руслан Батманов, город Ухта. Так что, мне То есть кажется, бокс у нас работа идет, активно да, же. очень такой, да, сейчас нравится работа федерации, что уделяют много внимания. Открытый ринг, это вот как часто он проходит? Открытые ринги, ну, проводятся они, вот в прошлом, позапрошлом году практически каждый месяц что-то у нас, каждый месяц для разных возрастов проводились. Это вот для поддержания формы, чтобы спортсмены как бы... Для обкатки, да, для новичков, чтобы войти в ритм соревновательный, надо выйти когда-то начинать, и запускать на официальные соревнования рановато, чтобы он обкатался где-то, чтобы прочувствовал атмосферу, поволновался. И вот. Привык. Такие вот, это называется открытый ринг. Петр, ты тоже начинал с открытых рингов в боксе? Да. Свои первые бои помнишь? Какие они были? Удалось ли победить? Было очень волнительно. Причем я боксировал против своего друга, который занимался у нас в детском доме. Я знал, что он намного быстрее, сильнее, но все-таки вышел и отбоксировал достойно. Ну, удалось в тот раз победить Нет, друга? проиграл. Проиграл, да? Ну, честно все было, да? То есть Да. все было справедливо. Да. Но благодаря этому бою я стал намного увереннее. Второй бой уже выходил намного увереннее, спокойнее был. Вообще, наверное, вот как тебе удается подавлять волнение? Или все-таки ты его немножечко как бы так оставляешь, чтобы совсем не терять бдительность? Нет, волнение всегда присутствует, но все-таки перед боем слова тренера намного волнения убирают. Когда тренер говорит задачу, ты ее, если в голове уже продумываешь, и тогда уже волнение уходит постепенно. Сколько раз в неделю у вас тренировки? 6 раз в неделю. 6 И раз? бывает 2 раза в день. Серьезно все. Зачем вы так мучаете людей? Ну, чтобы они не мучились потом во время боя. Мучишься на тренировке, выйдешь на бой, там будет тебе легко все. Кстати, вот занятия боксом, Петр, как-то изменили твою жизнь? Вот ты сам стал замечать, что по прошествии 7 лет, да, ты 2010-го занимаешься, что-то вот в тебе изменилось, и вокруг тебя, может быть, как-то люди тоже изменились? Да, намного улучшилась моя дисциплина. Я стал намного уверенней. Я физически очень сильно развит стал. Получается, закончил когда колледж, мне вообще вот все, которые нормативы сдавали спортивные, намного легче было, чем я на бокс пошел. Ну, ты сейчас, я знаю, уже ИСГУ закончил, да? тоже? Да. Планируешь ли, может быть, профессиональную карьеру? Или Цель есть, да. Или будешь развиваться? В общем, Да. да. Хорошо. Друзья, давайте сейчас мы съездили тоже на тренировку. Как раз вот в школу-интернат Католикова, посмотрели, как там все проходит. И, конечно же, решили сделать небольшую такую видеозарисовку на самую известную тему, пожалуй, связанную с боксом.
из фильма «Рокки». Так что давайте посмотрим небольшой видеоклип, потом вернемся в нашу студию. Ну, это была часть тренировочки, конечно же, она длится очень такой продолжительный период времени. Кстати, есть ли у вас ребята не только вот с интерната, я знаю, по-моему, приходят ребята и просто вот из соседних там дворов, да, заниматься? Да, у меня и городские ребятки занимаются, приходят. Это способствует и, во-первых, социализации. Даже тут такая двойная социализация. Бывает, что думают, что надо детдомовских детей социализировать, чтобы они общались с городскими. А бывает, приходит такой парень зажатый, там, городской. Я говорю, пообщайся с моими, и ты тоже социализируешь. И проходит, и как бы получается взаимное такое у них общение хорошее. И смотришь, через года 3 уже люди по-другому смотрят на мир, умеют общаться. Какие-то цели появляются, задачи. А с какого возраста, кстати, можно начать заниматься боксом? Все-таки такой энергоемкий вид спорта. Ну, я думаю, самый оптимальный 9-10 лет это оптимально, когда уже они более-менее развиты, координация появляется. Ну, они же, конечно, не сразу там какие-то жесткие бои. Нет, там, конечно. ОФП. Я всегда говорю, ОФП, кувырки, скакалочки, отжимания. Сейчас немногие могут, кстати, это даже сделать, и кувырки в том числе. Кувырки многие дети, вот многие приходят, дети городские, даже элементарные общеразвивающие упражнения, они не знают, что такое. Почему? А у них, говорит, физкультуры нет в школе. Я говорю, как они без физкультуры? Ну, вот так вот бывает. И приходится на тренировки их обучать общеразвивающим упражнениям. То есть, вообще, вот... У нас раньше была система, что мы приходили, мы знали, как сделать разминку, там, если тренер давал там, наклоны вперед, назад, приставные шаги. Сейчас дети этого элементарно не знают. Сейчас вроде бы увеличили количество уроков физкультуры, или еще все-таки где-то Даже не еще... знаю, если честно, я в школе не работаю. Дай бог, чтобы это было, система опять вернулась. Ну, как вы считаете, вот насколько сейчас популярен бокс? Есть даже вот женский бокс, я так смотрю, все больше внимания стало уделяться. Получается, что он все больше, так сказать, популяризируется? Сейчас очень сильно популярен бокс, потому что в одно время, какое-то время всех детей была то ли мода, то ли да, моде вели на рукопашный бой, тэквондо. Там они ну да, массово восточные прямо, единоборства, да. массово туда. Я спросил у мамы одной, она сидела, я говорю, вы куда ребенка привели? Она говорит, говорит, на тэквондо. Я говорю, а почему не на бокс? А в боксе по башке бьют. Я говорю, так в тэквондо-то еще, говорю, ногой забавят. Ну такая, почему, я не знаю, ассоциация была такая, что в боксе бьют по голове, там отбивают. Бокс самый безопасный вид спорта, и в плане того, что там экипировка сейчас отличная. Это раньше не было у нас ничего. Сейчас и шлемы хорошие, перчатки, бинты, все, капы отличные. Там практически без травматизма проходят и тренировки даже. Петр, вот ты как боксер действующий, скажи, пожалуйста, вот те удары в голову, которые получаешь, они как-то влияют на твою способность мыслить? Или все скажи вот тем ребятам, которые боятся, может, прийти и заняться боксом? Или все нормально? Скажи. Нет, все нормально, конечно, но ты стараешься, чтобы Быстрее сильные мысли удары начинаешь. не пропустить, и стараешься уклониться. Вот. Как раз вот лишний раз, да, вот эти занятия помогают. Защиты не пренебрегай защитой надо. Защиту надо отрабатывать. Я всегда говорю, руки на башке – это не защита. Сейчас многие, там было одно время, защищались вот так вот. Я говорю, это не защита. Защита, когда уклон на рог ушел. Это просто голова болит. Так держишь. Ты же попадаешь, тебе все равно попадает через перчатки туда. Ну, кстати, по поводу попаданий. В процессе съемок фильма «Рокки 4» Сталлоне предложил Дольфу Лундгрену, исполнявшему роль советского боксера Ивана Драга, драться по-настоящему, чтобы сцена боя выглядела максимально правдоподобно. В итоге, после одного из ударов Лундгрена Сталлоне увезли в больницу, где он восстанавливался больше недели. Ну, Лундгрен-то, конечно, побольше будет, чем Сильвестр, но тем не менее. И вот еще интересный факт. В 2003 году официально родился гибридный вид спорта шах-бокс, который объединяет бокс и шахматы.
Бой состоит из 11 раундов, нечетные из которых проводятся за шахматной доской, а четные на ринге. Мат и нокаут здесь одинаково страшны, а главное, что побеждает не только сильнейший, но и умнейший. У вас такой практики в школе еще не было? Не, мы это не практикуем. Какие-то вот, может быть, нововведения в тренировках? Следите ли вы за развитием вообще бокса в целом, в России, в мире, чтобы что-то привносить в свои тренировочные процессы? Ну, естественно, тренер всегда должен совершенствоваться, где-то смотреть какие-то новые методики, новые веяния, следить за боксом, смотреть техническое состояние боксеров, и ты должен проанализировать то или иное мероприятие боксерское и что-то для себя взять. Где-то поехать на турнир, даже посмотреть, как тренирует другой тренер, и посмотреть, что-то новое для себя взял, интересно, развиваться. Потом где-то внедрил, что-то придумал. Вот с точки зрения в целом по России, у нас самые, скажем так, боксирующие регионы, какие бы вы выделили? Ну, наверняка это Москва, Питер, может быть, нет? Или все-таки я бы не какие-то сказал. южно-кавказские регионы? Ну, Санкт-Петербург сейчас хороший, там ребята. Белгородская область очень много. Белгород. Там, по-моему, в Белгороде как раз развивают тоже бокс. Очень сильно, да, у них там много олимпийцев было. Сейчас не могу сказать. Сейчас сменились там и тренера, и представители федерации, я не могу об этом говорить. И состав сборной поменялся. И сейчас покажет, следующий, наверное, чемпионат России покажет, что как раз в Грозном он пройдет в конце сентября. И что-то будет новое, какие-то звезды появятся. Нашим ребятам часто удается выезжать на турниры? Ну, стараюсь, что тяжело, это же финансы. Раньше было полегче, сейчас как-то, стараемся, выезжаем по мере возможности. Федерация как-то вывозит там на официальные турниры, соревнования. Но я стараюсь вывозить. Ну, судя по наградам, которые мы видели вот в клипе, то есть они регулярно Это не одна коллекция. обновляются. Это не одна коллекция. Это еще не Еще одна. есть. Да, я знаю, что к нам в республику приезжали даже гости из-за рубежа. Да? Расскажите, пожалуйста, вот интересные боксеры были у нас из Америки, да, откуда-то, по-моему? Да, у меня товарищ, как товарищ, он и помогает очень сильно, Баграт Анатольевич Махамов. В памяти его отца и Александра Александровича Католикова, по турнире памяти и отца Анатолия Михайловича Саркисова. И он организовал, Баграт в 2013 году приезжала сюда сборная Южной Калифорнии. Может, не сборная, но создали команду, приехали боксеры в Южной Калифорнии, участвовали на нашем турнире. Тогда приехал и Тамбов, и Москва. Самые звезды, конечно, были это ребята из Южной Калифорнии. Они приехали, когда у нас тут было уже -5, они приехали в шортах, потому что у них снега нет. Это было первое, потом где-то переоделись, все, адаптировались 2 дня, они тренировались в зале, потом выступали. Выиграли все, кроме одного негритенка, который выиграл мой воспитанник тоже, Никита. Хорошо боксировали, да, ребята? Ну да, школа там сильная. Как они реагировали на погоду? Они, наверное, тут снега не видели? Для них это было 8-е чудо света. После финала они выбежали до 2 утра, бегали, играли в снежки. Пришлось там успокаивать. Были такие, это дети. Они тогда лет по 15, наверное, там где-то было 14-15 лет. Для них это было, конечно, диковинка приехать. Они увидели там наш центральный стадион, где был залет лед, для них это тоже было удивление, они его трогали. У них снега не бывает, у них всегда тепло, Южная Калифорния. С тех пор бродят легенды по Южной Калифорнии, да? Да. О людях, которые белых побывали людей. в далекой северной стране. Предстоит, я знаю, снова турнир, да? Память Католикова. Какие вот сейчас команды заявились, сколько участников, насколько он масштабный будет? Я бы не сказал, что он будет намного масштабнее, чем в начале, в 2006 году, первый, который я проводил. Но на данном этапе где-то Воркута, Усинск, думает, Ухта и Сосногорск точно подъезжает, Москва где-то процентов на 90. И информация поступила в сборную Узбекистана. Возможно. Не сборная Узбекистана, команда Узбекистана. Какие-то ряд боксеров собираются подъехать. А узбеки, сейчас уровень такой у них хороший бокс. На мире они где-то в тройке первых команд. Первого Куба, потом Казахстан, по-моему, Узбекистан идет. Где-то так они. Где-то в 5 точно. То есть, если приедут, то будет заруба надо знатная. готовиться сильно.
Ну, Есть это- у наших ребят из республики шанс попасть вот в сборную России? Или, может быть, были уже такие прецеденты? Ну, у нас же Владимир Никитин уже в сборной России, он у нас победитель Европы, призер мира, хотя он боксировал там уже за Белгородскую область, но он же и призер Олимпийских игр, но он наш родной парень с Максаковки. Начинал он здесь под руководством Михаила Арифовича тренироваться. Я знаю, что у нас даже один боксер, известный по прозвищу «Русский молот», в Австралии, забыл, к сожалению, как Виктор зовут. Аганов, если он приезжал, Да, кстати, на Виктор открытие Аганов, моего, да. прилетел на открытие моего зала, вот, рассказывал, что, говорит, у меня, говорит, если бы такой зал был, я бы сразу чемпионом мира здесь бы стал, говорит. У меня ринга вообще, говорит, не было. Ну, было у меня на открытии. Он да. сейчас, Мы кстати, созваниваемся с ним в Австралии, он не Он боксирует. продолжает, не боксирует уже, да? Ну, он провел какой-то бой, там, говорил, что так, для себя, что-то там. Ну, вообще, русские боксеры, как вы считаете, да, хорошо представлены вот на мировом уровне? Или не хватает? Больше, наверное, не русские, а постсоветские. Казахстан, Узбекистан, вот те же Головкин взять, он сейчас в топе, там, первый. Сейчас будет, на этой неделе у него бой с Альваресом, казах, чемпион мира, он ни одного боя еще не проиграл. Сергей, Харитон. нет, не Харитон, Ковалев. Ковалев, чемпион мира, проиграл, да, сейчас, ну, опять же наш, но он чисто россиянин. Ну, те же братья Кличко, так что это, до сих пор еще в мае боксировал Кличко, в 40 с лишним лет, так что школа Советского Союза, она была одна из самых сильнейших, Ну, вообще, можно сказать, что бокс – это спорт все-таки сильных людей, да? ну, очень, да. И давайте вспомним хотя бы Николая Валуева, который сейчас в Государственной Думе. Там- Он приезжал, кстати, к нам тоже в гости. Да, знаем. Петр, у тебя есть кумиры среди боксеров? Да, это Флойд Мейвезер. Мейвезер. Ну что ж, надеюсь, что появятся и российские кумиры. Может быть, и ты для кого-то станешь кумиром, дай бог, при поддержке своего тренера. Спасибо вам большое. Ну и в заключение, кстати, друзья, небольшая такая информация тоже. Боксом занималось множество известных, уважаемых людей, которые к спорту, собственно, мало имели отношения. Вот Платон, древнегреческий философ, частенько боксировал. Александр Сергеевич Пушкин, наш поэт, увлекался боксом, даже учил ему у князя Петра Вяземского. Боксировал с удовольствием Владимир Набоков, Юлиан Семенов, Сергей Довлатов, Владимир Высоцкий, Владимир Маяковский. Были прекрасными боксерами, черпали там в боксе даже свое вдохновение. Английской литературе, пожалуйста, тоже Джордж Байрон брал уроки профессионального боксера. Артур Конан Дойл стал чемпионом Англии в 1894 году. А Джек Лондон не только любил боксировать, но и сделал боксерами нескольких героев своих книг. Также Чарли Чаплин выступал в качестве боксера. И Эрнест Хемингуэй писал, что бокс научил его, цитата, «никогда не быть на спине и всерьез быть готовым атаковать снова». Ну что ж, друзья, я желаю, чтобы, выходя на ринг, вы уходили туда только с медалями высшей пробы, ну и развития бокса нашей республики. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, с вами мы не прощаемся. Впереди нас ждет реклама и новости, и еще встреча с одним гостем. Оставайтесь на Юргане. Продолжаем, друзья, рабочий полдень. В эфире финальная часть программы, но у нас есть человек, с которым мы сейчас пообщаемся, и вам, думаю, тоже будет интересна эта тема. Росгвардия приглашает всех желающих принять участие в творческом конкурсе поэзии, приуроченном ко Дню павших на полях сражений, праздник белых журавлей. В нашей студии Сергей Андрющенко, начальник отдела кадров и взаимодействия со средствами массовой информации, полковник полиции. Сергей Васильевич, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, подробнее об этом конкурсе, как давно он начался, вот, и, собственно, что вы хотите, чтобы там, может быть, было, кто принимал участие? Значит, конкурс «Праздник белых журавлей» был объявлен, это творческий конкурс, был объявлен Росгвардией 16 августа. Проводиться он будет в течение 2 месяцев до 16 октября. Идея этого творческого конкурса была рождена праздником белых журавлей, который в 2009 году был внесен, памятная дата внесена ЮНЕСКО. 22 октября будет этот день отмечаться. Как вы уже сказали, День белых журавлей, праздник белых журавлей – это день памяти всех погибших военнослужащих, солдат, отдавших свои жизни на полях сражений, там, за независимость своей родины. И навеян этот праздник был, скажем так, многие, наверное, знают песню известную, которую написали Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель.
Значит, эта песня была написана Расулом Гамзатовым, стихи, вернее, к этой песне были написаны Расулом Гамзатовым после того, как он посетил в Японии девочку 8 лет. Она была тяжело больна после бомбардировки американской авиации Хиросимы и Нагасаки. Она болела лейкемией. И в Азии, скажем так, в Японии есть такое поверье, что если человек сделает 1000 птичек из оригами, ну, оригами из бумаги, то его желание исполнится. Вот маленькая Садака Сасаки, девочку звали, она очень хотела выздороветь, поправиться. И, конечно же, делала этих белых журавликов, именно белых журавликов. Она их дарила друзьям, по-моему, там. Да, эта история известна, вообще известна. Она и дарила всем друзьям и знакомым, но она, к сожалению, умерла. Она успела сделать только 640, где-то так, успела сделать журавликов. Ну и Расул Гамзатов был очень сильно потрясен этой историей, а он ездил к ней, он был у нее в гостях, вот, посещал ее. И по возвращении домой уже, возвращаясь из Японии, он узнал о том, что перед тем, как вот он возвращался, у него умерла еще и мама. И вот это он сам рассказывал, как пришла ему идея написать стихи. Вот, у него еще двоюродный брат тоже погиб на войне, он сам воевал. То есть, получается, такой да, вот сложный. и вот пока он летел в самолете, ему пришла мысль написать эти стихи. Естественно, он их написал, и написал он их на своем аварском родном языке, он сам аварец. И эти стихи перевел на русский язык. Я сейчас не буду врать, не помню, как зовут его друга, приятеля. Помню, что зовут Наум. Вот. Он очень известный переводчик именно с тюркских языков, с кавказских языков. И в первоначальном источнике в стихотворении Гамзатова было, помните, там, мне кажется порой, что солдаты, а у него в стихотворении было, мне кажется порой, что джигиты. Почему джигиты? Потому что по кавказским поверьям, именно по кавказским поверьям, погибшие джигиты превращаются в белых журавлей. Но когда уже стали писать песню, то решили, что нужно расширить несколько, скажем так, действий происходящего на большее количество людей, тем самым охватив большую аудиторию, да, и тем самым поменяли слова джигита на солдаты. И вот именно в этом переводе мы теперь знаем эти стихи и эту песню. А песню, как известно, записал Марк Бернес буквально за месяц до своей смерти. Ну, песня, она на самом деле, конечно, трогает душу каждый раз, когда слушаешь. Давайте вот вернемся к конкурсу. Собственно, в чем его суть? Значит, суть конкурса заключается в том, что она как раз, вот я говорю, навеяна тем, что это стихи, которые написал Расул Гамзатов. И, соответственно, Росгвардия объявила творческий конкурс поэтический. До 16 октября все желающие могут представить свои личные творческие работы, а именно перевести, если на простой язык, то стихотворения, связанные именно с темой погибших солдат на полях сражений или памяти этих солдат, либо укрепление мира, чтобы не было войн, вследствие которых погибают люди и уходят солдаты в виде журавлей. Вот такой смысл этого конкурса. Кстати, сейчас вот на экранах, уважаемые телезрители, как раз электронный адрес, на который вы можете присылать плоды своего творчества. Главное, с обязательной пометкой «Белые журавли». Вот в левом для вас нижнем углу экрана можете записать и участвовать. Наверняка какие-то критерии, может, оценки будут или... Значит, критерии оценки, во-первых, конкурс, он не профессиональный, он любительский. Естественно, он проводится не среди поэтов, там, песенников или просто поэтов профессиональных. Он проводится для всех желающих. То есть любой человек может выразить свое отношение к этому празднику, к этому дню белых журавлей в виде своей личной творческой работы. Как вот он умеет писать, как представляет себе поэзию, так, пожалуйста, и выражает пусть. Эти работы будут концентрироваться на сайте Росгвардии. Вот вы сейчас показали электронный адрес.
этого сайта. Значит, почему именно белых журавлей? Потому что в тех же восточных культурах белый журавль, допустим, в Японии ассоциируется с долголетием, в Китае с бессмертием, в христианстве с добропорядочностью. Ну, вы сами знаете, вот лебеди говорят, это, ну, часто сравнивают идеальные семейные пары, да, лебеди, вот потому что это чистота, свет, добропорядочность. А как я уже сказал, на Кавказе есть такое поверье, что души умерших, погибших, вернее, солдат, они превращаются, джигитов, превращаются в лебедей и парят в небесах. Вот поэтому именно было предложено такое название конкурса. Заявки уже есть? Кто-то, может быть, уже прислал какие-то? Да, на свои сегодняшний стихи? день уже размещено на сайте более 400 работ, причем большой, так скажем, ореол участников, как по возрасту, так и по месту проживания. Участвуют люди из России, из Казахстана, из Белоруссии, ну, русскоязычные, где проживают. Вот. Потом самому младшему участнику на сегодняшний день 7 лет, самому старшему 70 с лишним, уже за 70, да. Вот. Поэтому, как я уже сказал, конкурс будет проводиться до 16 октября. После этого 22 октября будет открыто голосование на этом же сайте, на сайте Росгвардии. Будет открытое голосование, в котором могут участвовать все желающие и оценивать работы. Самые понравившиеся работы, 3, вот самые, которые наберут большее количество голосов, скажем так, читателей, они будут опубликованы в периодических изданиях, не знаю пока каких, но в периодических изданиях Российской Федерации, известных, каких-то публикуемых широко. Так Вот. что, уважаемые телезрители, у вас есть возможность наверняка творческих души где-то там всколыхнуться обязательно и откликнуться на такой хороший конкурс, такое хорошее начинание. Спасибо вам большое. Надеюсь, что работ будет много, и много будет, все они будут достойными, все будут красивыми. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Друзья, напоминаю, что посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. Ну и мы желаем вам хорошего завершения этого рабочего дня. До свидания и всего хорошего.